В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, коротко о темах. В муниципалитетах республики идет активная подготовка к половодью. Расскажем, как готовиться встречать большую воду в Усть-Олданском районе. В Аймиконском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса хранителей Аймиконской славы. Узнаем подробности. История, оживающая на глазах. Второй год в Алекминске работает интерактивная выставка, рассказывающая о том, как огромная страна шла к великой победе. Якутия вошла в десятку российских регионов с самым дорогим бензином, расположившись на 4-й строчке рейтинга. Исследования цен по итогам марта провели аналитики исследовательского агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы Госстата. В Якутии средняя стоимость бензина, согласно исследованию, 78,89 рублей за литр. Рейтинг по дороговизне возглавила Камчатка, за ней Магаданская область, Сахалинская. Самый дешевый бензин продают в Курганской, Челябинской и Томской областях, где его цена немного превышает 60 рублей. Во время весенних паводков в Усть-Олданском районе в зонах подтопления могут оказаться 6 населенных пунктов. На примере села Дегал Аспехского наслега подготовка к сезонному явлению идет активно. В зонах затопления живут 140 человек. Подготовлен пункт временного содержания КРС на 201 голову и табуна лошадей в количестве 140 голов. Сотрудники администрации местного культурного центра досуга предостерегают население от выхода на острова во время паводка. Также оповещают, где находятся пункты временного размещения. После майских праздников будет развернут пункт временного размещения населения. В нем подготовлен объем продуктов и питьевая вода с лабораторным анализом. Будет подготовлено 32 койко-мест, развернут медицинский кабинет. При ЧС, при отключении электроэнергии, готовы обеспечить пункт временного размещения населения интернетом. В Аймиконском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса хранителей Аймиконской славы в рамках всероссийского проекта «Хранители истории». Подробности далее. Конкурс по 7 номинациям прошел в дистанционном формате. Экспертные комиссии рассмотрели 45 проектов участников конкурса. Возраст участников от 7 до 18 лет. Итоги подводились по возрастным группам: 1-4 класс, 5-7, 8-11 классы. Ребята порадовали выбором тем проектов. Самой популярной была тема аэропорта Аймикон. Участники использовали материалы музеев, библиотеки и собственные впечатления от рассказов взрослых. Экспертная комиссия отметила разнообразие тем и качественную подготовку практически всех проектов. Хочется отметить отдельно, наверное, работу. Тоже там торский ученик написал про Сергея Аймиконского улуса, который находится именно в Аймиконском улусе. Изучил каждый серге, распределил их на несколько категорий. Какие серге именно устанавливались там, условно, там, в 80-е, в 90-е годы, какие виды были. Там, в 2000-е годы юбилейные серге, серге коновязные, серге, которые устанавливались именно для торжественного мероприятия сыха там, и так далее. То есть он изучил каждый вид, который существует на сегодня в Аймиконском улусе. Среди коллективных медиапроектов лучшим признан проект «Живая история» кружка «Пегас ТВ» совместно с Уснерским музеем. Ребята создали много интересных работ, в основе которых лежат архивные фотографии. Мы участвовали в номинации «Медиапамяти». Мы работали в команде и посетили мастер-класс по плетению исконского волоса народного мастера Аймиконского улуса Тамары Егоровны Чорон. Для меня это был мой первый опыт работы оператором. Я был в команде и участвовал в съемочном процессе. И оказывается, из конского волоса могут делаться не только украшения, но и предметы быта. С помощью искусственного интеллекта мы оживили фотографии. Съемочный процесс происходил в Краеведческом музее. Мне понравилась эта работа, и я планирую дальше изучать свой родной край. Конкурс показал, что юное поколение готово не только слушать истории прошлого, но и брать на себя ответственность за их сохранение. Такие проекты словно мост между поколениями и напоминание. Без памяти нет будущего. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера.
Сегодня вся общественность Вилюйского района отмечает 109-летие со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны и народного учителя СССР Михаила Алексеева. Он родился 5 мая в отдаленном Бапагаинском наследии Вилюйского округа и с ранних лет проявлял стремление к знаниям. Вместе со своими единомышленниками он добился открытия специализированных физико-математических классов, а также был одним из первых основателей школы в Верхневилюйском районе с углубленным изучением физики и математики. Его педагогическая деятельность заложила прочный фундамент для образовательного процесса последующих поколений, формируя интеллектуальный потенциал всей республики. Вилюйчане с глубоким уважением чтут память выдающегося земляка, и с этого дня, с даты рождения Михаила Андреевича, ежегодно в районе начинаются торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В 2027 году педагогическая общественность республики отметит 110 лет со дня рождения Михаила Андреевича Алексеева. И одним из самых, наверное, больших масштабных мероприятий будет проведение Вилюйского образовательного форума здесь, в городе Вилюйске. И мы сейчас уже должны провести большую подготовительную работу и выражаем уверенность, что в целом в рамках работы данного форума педагогическое наследие Михаила Андреевича Алексеева найдет переосмысление, и в целом мы обсудим дальнейшее развитие образования в современных условиях. Второй год в Алекминске работает интерактивная выставка, рассказывающая о том, как огромная страна шла к Великой Победе. На глазах у посетителей при помощи искусственного интеллекта оживает история, создавая еще большую достоверность фактам, давно хранящихся в архивах. В этом году экспозиций стало больше, а возможности нейросетей применяют все шире. Через несколько минут комнату наполнят детские голоса. Свою работу начала интерактивная выставка, подготовленная Детским центром дополнительного образования. Погибло 37 900 военнослужащих. Экспозиция «Одна страна, одна победа», говорящая во всех смыслах. Эта карта показывает детям, что каждая национальность сделала свой вклад в большую общую победу. Не было деления на своих и чужих, на национальности, на то, где ты живешь. Это было все неважно. Все национальности объединились против общего врага и сражались бок о бок. Это огромный пласт информации о том, что без объединения в единое целое всех народов России Великой Победы могло и не быть. Цифры на планшете наглядно и жестко доказывают еще и еще раз. Нет в России семьи такой. А в чем была суть, как ты считаешь, вообще? Чтобы мы знали, сколько людей погибло и каких народов. Часто дети любят современные технологии, но не любят истории, а взрослые уважают историю, но не принимают современные технологии. Мы же пытаемся показать, что традиции и инновации могут работать в едином пространстве довольно успешно, и эта выставка тому доказательство. 3 локации, у каждой огромное смысловое значение. У каждой история, ожившая с помощью искусственного интеллекта, о котором сегодня много спорят. Айсен Николаев, наш Илдархан, он говорил, ему задали вопрос, что про искусственный интеллект, про то, что не является ли это для наших детей нехорошим сценарием. На что он сказал, что если мы будем ограничивать, то мы ограничим детей в развитии. Я лично считаю, что это как любой инструмент, его нужно применять правильно. То есть как мы будем применять вот эти технологии, так и будет развитие идти. 4 года. С погружением в отдельные эпизоды за 1 час. Благодаря этой выставке, мне кажется, я сама для себя тоже что-то новое открыла, особенно по якутянам, героям, по алекминчанам. И вот интерактивный формат, подача вот выставки погружает нас в это время. Сразу ответить трудно, но зрители неравнодушны, и это главное. Было интересно, что вы узнали, о чем мы раньше говорили. Ну, о том, что с алекминской стороны был очень новый человек. Я, честно говоря, не совсем запомнил, но я помню то, что их было очень много.
И еще я понял, что некоторые актеры участвовали в Великой Отечественной войне. Вот как, например, в операции Сказал, смешные актеры. Да, из комедии. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Дети столичных школ сошлись в эстафете, посвященной 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторами стало Управление Росгвардии по Якутии. В соревнованиях приняли участие команды 10-й, 26-й, 30-й и 39-й школы, а также сборная команда из детей сотрудников личного состава Росгвардии. Эстафета включала в себя 6 этапов, среди которых бег с автоматом наперевес, его последующая разборка и сборкой, тактическая медицина и перетягивание каната. Отмечу, в эстафете принимают участие школьники специализированных классов Росгвардии. Наша команда «Коготь Тигра». Мы из 26-й школы. Сотрудничаем с подразделением ОМОН, «Бизон». С ними сотрудничаем уже очень давно. Но я в этой сфере в этом году впервые. И мои первые соревнования – это вот сегодняшние. Я считаю, что мы подготовились хорошо. И, конечно, для детей будет сложно разборка автомата. Это вот начальные классы, это для них все равно это будет сложно, я считаю. В селе Амгам Гинского района силами жителей ТОС-Тетим идет строительство якутского балагана. О нем мечтали все жители ТОС – создать то место, которое станет центром общения для жителей села. Сама идея пришла, когда жители стали многократными победителями и призерами среди амгинского наслега. Тогда им вручили денежные премии. На эти деньги жители купили стройматериалы, и с прошлого года они начали строительство якутского балагана. Ежегодный конкурс проводится через администрацию наслега. И решили в этих конкурсах выигрывать и получать денежные призы. А в конце года эти деньги мы получили и пустили на реализацию нашего проекта «Якутский балаган». Строится этот балаган своими усилиями. Жильцы приходят воодушевленно так. С радостью приходят, помогают. 2 дня каркас поставили, а этот оклад мы в прошлом году еще поставили. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.